Здравствуйте, уважаемые друзья! В предыдущих лекциях мы говорили о тех общих словах, которые обнаруживаются в осетинском языке и в языках народов, с которыми осетины соседили в средние века. Однако иноязычные заимствования в осетинском не ограничиваются только кругом географически близких языков. Среди этих заимствований обнаруживаются и слова из языков народов, с которыми у алан-осетин не было общих границ, но существовали политические и культурные контакты. К таковым относятся, например, византийско-римские заимствования. В начале VI века на Северном Кавказе развернулась борьба между Византией и Ираном за господство над регионом. Обе стороны были заинтересованы иметь в качестве союзников мощных в военном отношении алан. Аланские отряды в различные периоды выступали в поддержку то одной, то другой великой державы. Восточные аланы, территории которых соприкасались с владениями персов в Закавказье, поддерживали азиатского колоса. Западные же аланы, асы, стали стабильными союзниками Византии, особенно при царе Саросии. Не случайно алано-византийские связи отражены и в материальной культуре, обнаруживаемой археологами на территории Осетии, а также в незначительной степени в осетинском языке. Небольшие византийские вкрапления представлены в основном в топонимии Алагирского ущелья и Дигории, а также в нескольких личных именах и этнонимах. К топонимам, имеющим вероятность быть византийского происхождения, относят, в частности, Узи-Дюара, святилище Узи, небольшое каменное сооружение с христианским знаком возле селения Галиат, Узунаг, святилище над селениями Махческ и Вакац, то есть это Узун плюс осетинский суффикс принадлежности Аг, принадлежащий Узуну, а также Узи-Масук, башня Уза, Узи, Узунихума, башня Бузуна, Узуна и другие. Под именем Узи известный исследователь Пфаф понимал измененное имя императора Юстиниана. К византийско-римским элементам относятся топонимы, восходящие к личным именам. Например, Айгомук, Ай – тюркизированная форма греческого Агиос – святой, плюс осетинское Ком – ущелье, и суффикс «уг», то есть священноущельский, Айгомугидон, река священного ущелья, Язи-Барзонт, высота Язи. Личное имя из греческого ономастикона, хотя Язи это здесь может быть и искаженное от этнонима Яз. Признаюсь, что хотя эти трактовки имеют достаточно длительную историю существования, мне они не кажутся совсем убедительными. Более обоснованными мне представляется связь осетинских фамилий Урымта, Урумовы, и Уруймакта, Уруймаговы, корень которых может действительно быть отнесен к этнониму Урым, Урум, то есть Рим. Как известно, Византия имела еще и название Восточный или Второй Рим. В осетинском языке выявлены и некоторые заимствования из древнееврейского. Дело в том, что во второй половине VII века одной из влиятельных держав Северокавказского региона стал Хазарский каганат, подчинивший себе и равнины Предкавказья от Каспийского моря до Черного, часть которых контролировалась ранее аланами. Таким образом, хазары уже на раннем этапе своей истории включили в состав своего объединения часть восточных алан, которые стали подданными каганата. Совместно с хазарами аланы отражали и арабское вторжение в начале VIII века. В осетинском языке в форме хажайрак сохранилось и наименование хазар, получившее значение раб, невольник, холоп, крепостной. Этот же этноним распознается и в слове хажар, хазар, дорогой, о цене, более характерным для дигорского диалекта. При этом значение этого имени, как предполагает Василий Иванович Абаев, было сформировано в адыгском языке и перенято осетинами. В 708 году официальной религией хазарского каганата становится иудейство. При этом существуют исторические свидетельства об обращении в иудейство и части алан.
Так, в кембриджском тексте Шехтера, письме из Хазарии, предположительно X века, сообщается, что, цитирую, «Царь Алан был подмогой для хазар, так как часть их тоже соблюдала иудейский закон». Конец цитаты. Испанский автор Вениамин Тудельский, это XII век, в книге о своих странствиях также сообщает, что экзиларху всего Израиля подчиняется в том числе и Алания. Действительно, по мнению Василия Ивановича Абаева, в осетинском обнаруживаются отдельные осетинско-древнееврейские изоглоссы, которые свидетельствуют о контактах Алан с древнееврейским языком в еврейской диаспоре Северного Причерноморья. Василий Иванович Абаев приводит два несомненных, на его взгляд, древнееврейских слова в осетинском языке. В частности, осетинское дегорское «косарт», иронское «кушарт», заколотое для трапезы животное, по его мнению, связано с древнееврейским «кашер», в традиционном произношении «кошер», то есть ритуально дозволенная пища. Также осетинское дегорское «кадзос», чистый, святой, он связывает с древнееврейским «кадос», святой, священный. Правда, Эмиль Бенвенист, известный французский востоковед, для слова «кушарт», «косарт» приводит другую, иранскую этимологию от слова «каушатра» из «кауш» – «резать». Саму же возможность заимствования из хазарского еврейских ритуальных терминов в осетинский язык Бенвенист считает иллюзорной. Василий Иванович Абаев впоследствии признал приемлемой иранскую этимологию Бенвениста, настаивая, однако, что специфическую семантику значения осетинского слова «кушарт» не просто резать, в отличие от «аргавден», а закалывать животное согласно ритуалу, следует все-таки рассматривать как результат влияния хазарско-еврейского «кашер-кошер». При этом он однозначно продолжает считать, что для слова «кадзос» предложенная Василием Ивановичем Абаевым этимология из древнееврейского остается в силе. Известно, что в домонгольский период у алан существовали связи и с русичами. При этом контакты эти должны были быть достаточно активными, поскольку само имя алан сохранилось в русском языке. Это диалектное слово «аланец», приведенное в работе Макарова «Опыт русского простонародного словотолковника», изданного в 1846 году, где упоминается фраза «аланец, еланец, непоседа, место не согреет, все вскачь да вскачь». Другой пример Василий Иванович Абаев обнаружил в русском афесском арго, где содержится название пива «аланя». Еще одним следом алано-славянских этнокультурных языковых контактов профессор Обнорский считал имя древнерусского языческого божества Хорс, которое заимствовано, по его мнению, из осетинского хорж, хуарс, хороший. Наличие у осетин, а именно у дегорцев, подобного эпитета к имени святого Николая, Хуарс Никола или Никола Хуарс, добрый Никола, привело Василия Ивановича Абаева к выводу о том, что, вероятно, народный прообраз христианского святого действительно мог быть перенят русичами у средневековых яссов вместе с его эпитетом, который в принимающей, то есть русской культуре, превратился в само имя божества. Однако наиболее сильное влияние из некавказских народов на осетинскую лексику оказали длительные контакты с монголами. В 1222 году произошла первая битва алан с монголами, которая закончилась поражением алан, преданных своими союзниками кипчаками. Восточная часть Алании была разрушена и разграблена монголами. В 1236 году монгольский экспедиционный корпус вновь столкнулся с объединенными силами алан-асов и кипчаков, проживавших в низовьях Волги и в прикаспийских степях. Монголы вновь одержали победу и смогли выйти на рубежи, собственно, Алании. Раздираемые междоусобицами, еще не оправившиеся от поражения 1222 года,
Алания не смогла противостоять мощному монгольскому войску. Поражению Алан способствовало и на этот раз предательство как их союзников кипчаков, так и некоторых аланских князей, примкнувших к завоевателям. В китайских источниках рассказывается в частности о некоем аланском феодале Ханг Хусей, которому было поручено сформировать и возглавить полк из 1000 аланских воинов для личной охраны монгольского хана. В то же время путевые заметки западных и восточных путешественников, проезжавших в эти годы через аланские земли, сохранили сведения о самоотверженной борьбе основной части алан против монгольских завоевателей, которые были вынуждены в течение многих лет сохранять в Алании многочисленные гарнизоны. В 1277 году монголы предприняли очередной поход на Аланию с тем, чтобы окончательно сломить сопротивление алан и полностью подчинить их власти Золотой Орды. После этого похода в источниках больше не встречаются сведения о каких-либо крупных антимонгольских выступлениях алан. Хотя, как предполагается, горные территории так никогда и не были под контролем Орды. Аланы Северного Причерноморья также были разбиты монголами, и часть их ушла в Византию. Другая часть алан, входивших в дружины примкнувших к монголам алдаров, в середине XIII века была отправлена вместе со своими семьями в метропольную Монголию, в Китай и другие регионы монгольской державы, где они участвовали в военных кампаниях, несли охранную службу. В китайском сочинении Юаньши рассказывается о вождях алан, асутов. Как утверждает академик Владимиров, даже в настоящее время среди монгольских племен мы находим несколько таких, какие носят имена, под которыми известны были чуждые монголам народы. И первым среди этих народов он называет асуд, то есть асов или алан. В результате монгольского вторжения Алания как политическое образование прекратила свое существование, а ее население в основном было вынуждено мигрировать в различные регионы Европы и Азии. Материал осетинского языка, наряду со многими другими фактами, указывает на разносторонние историко-культурные связи алан с монголоязычными этническими группами непосредственно на территории Алании, Осетии в XIII-XIV веках. Осетинско-монгольские связи нашли отражение в аланском, осетинском фольклоре, лексике, топонимике, ономастике и так далее. В самом же монгольском Василий Иванович Абаев уверенно признает только одно аланское слово, то есть слово «алдар» – «слава», вероятно, из осетинского «алдар» – «князь». Всего Василий Иванович Абаев приводит около 130 осетинско-монгольских изоглос. При этом в дегорском диалекте монголизмов больше, чем в иронском. Наибольшее число монголизмов отмечается среди имен нартовского эпоса. Выделяя 3 слоя в эпосе осетин – иранский, кавказский и монгольский, Василий Иванович Абаев отмечает, что, цитирую, «нартовский эпос – это аланский эпос с монгольскими влияниями». Конец цитаты. Особо сильно монгольское влияние обнаруживается в цикле Батраза. Так Василий Иванович Абаев связывает с монгольским влиянием эпические имена Хамыс, Хамец и Батыраз, Батраз. Находит монгольские соответствия именам Тугус-Алдар и Маргуз. Проводит связь между осетинским эпонимом Нарт, считая его происходящим из монгольского нар – солнце, плюс осетинский суффикс множественного числа т, то есть дети солнца. Следует, однако, отметить, что существует значительное число иранских этимологий слова «нарт». Василий Иванович Абаев также интерпретировал осетинское выражение «хатиакавжак», то есть тайный язык, как китайский язык, сопоставляя с русским выражением «китайская грамота». Профессор Гуриев Тамерлан Александрович также предполагал, что хатиакавжак восходит к монгольскому хат – Китай. Кстати, тот же корень хат имеется в грузинском хатаэти – Китай. При этом профессор Гуриев приводит эпизод нартовского сказания о том, как Сослан, будучи в гостях у своего иноземного побратима, понимал их речь, когда они говорили на хатском языке.
а побратим-то был из народа Чинта, то есть китайцев. По мнению Тамерлана Александровича Гуриева, термин «хатяк» вошел в аланский через монгольское посредство в XIII веке. Следует в целом отметить особый вклад профессора Гуриева в исследование, скажем так, монгольского следа в осетинском языке. Им выявлен целый ряд схождений между осетинским и монгольским языками. Так слово «шаллаг», выражение «шаллаг руваш» – «хитрая лиса», по мнению Гуриева, может быть связано с монгольским «зал», «цал», «хитрый», «лукавый». Он же обратил внимание на то, что идиоматическое выражение «арек», «шапон», чистое высшего качества мыло в нартовском эпосе противопоставляется «кара шапон», видимо, более низкого качества. Как известно, «кара» – это черный. Слово «арек» Гуриевым сопоставляется с монгольским «ариг», «арих» – чистый. Монгольскими по происхождению им рассматриваются слова «шагадак», чудесное оружие, самострелящий колчан, сравни монгольское «сагадак», колчан, «богола», бука, сравни монгольское «боголдо», демон, злой дух, «алаша», мерин небольшого роста, обладающий большой выносливостью, сравниваемый с монгольским «аласа» с этим же значением, осетинское «егал» – большой и монгольское «еке» – большой. В осетинский, по мнению Гуриева, попало еще одно монгольское слово со значением «большой», то есть «денджер». Это монгольское «денджигер» – «высокий». Он также считает идеально фонетически и семантически соответствующими друг другу осетинское «кышт» – холод, мороз, стужа, и монгольское «ходшт». Монгольское «гар» – рука, ручной, отложилось, как считает Гуриев, в осетинском сложном «гар-гуройна», то есть ручная мельница, а слово «хол» – нога, ножной, в слове «халтаса» – ноговица в охотничьем языке. Заимствовано из монгольского и несколько названий инструментов. Например, это загур, долото, из монгольского загур, кочерга, закор, деревянный молот, колотушка, выводится им из монгольского цокур, молот, колотушка. Осетинское сух, выражение сух и сахт, безжалостное и полное истребление, связывается с монгольским сух, топор, секира. Осетинские названия экскрементов животных, бага, помет мелких животных, овцы, собаки и базан, бажан, помет крупных домашних животных, представляет собой эвфемистическое употребление монгольского баасан, экскременты. Осетинский послелог тыхай, тухай, об, про, по поводу, относительно, насчет, Гуриев также считает монгольским по происхождению из тухай с теми же значениями. Правда, по другой версии, осетинское слово производно от тх, туха, сила. По мнению Гуриева, на территории современной Осетии отражена и монгольская топонимика. Таковыми он считает два селения Нар, селение Барагун, сравни монгольское Барагун, западный, Даргавш, сравни монгольское Даруга, Дарга, начальник, и Авс, гроб, то есть, возможно, место захоронения какого-то монгольского вельможи. Монгольскими Гуриев считает также название Элхот в Северной Осетии и Эрхот в Южной, состоящие из двух компонентов. Самоназвание осетин, Эр, Эл, Ир, и монгольское Хот, Хотон, селение, город, то есть осетинское селение. Название монгольского происхождения Хатон сохранилось и в нескольких местах Дегории. К монгольским топонимам Гуриев относит также название Унал, сравните с монгольским Унал – падение, Шуадаг, Хушкадаг, Майрамадаг, который содержит монгольское Адаг – низина, овраг, балка. Нузал, селение в Алагирском ущелье, связывается Гуриевым с монгольским Нузл, Нузул, место расположения эмира со свитой. Достаточно многочисленны в осетинском и арабско-персидские заимствования. Первые контакты Алан с арабами датируются 8-10 веками.
периодом нашествия арабов на Северный Кавказ из Закавказья. В VIII веке они захватили Дарьяльское ущелье, назвав его Баб-эль-Алан, ворота Алан, и построили там крепость. Однако основная масса арабизмов и персидских заимствований в осетинском языке связывается с проникновением ислама в период монгольского владычества в регионе. Большое значение имели и торговые связи с Востоком. Как писали, аланские купцы наряду с арабскими и персидскими при Золотой Орде занимали почетное положение. Объявив ислам государственной религией, золотоордынские ханы дали свободу действий арабским купцам, которые вели оживленную торговлю почти по всем восточным странам. От них не отставали, как утверждают летописи, и аланские купцы. С другой стороны, в 15-18 веках осетины находились под сильным влиянием Отоманской, Турецкой империи, и арабизмы проникали в осетинский через османский, старотурецкий язык. И еще одним посредником был азербайджанский, который был государственным языком сефевидского государства, войска которого при шахе Аббасе в 17 веке захватили Дарьял, Чми, Кани, Карца и дошли до Зарамага. 6 надписей на мавзолеях вблизи селения Хазнедон в Северной Осетии, выполненные арабской графикой не только на арабском, но и на турецком языке, подтверждают проникновение арабизма в Осетию посредством азербайджанского языка, некоторое влияние которого ощущается в этих заимствованиях. Таким образом, не имея непосредственных контактов с арабским языком, в 15-18 веках осетинский язык произвел многочисленные заимствования арабизмов через турецкий и азербайджанский языки. Основная масса этих слов отражает религиозные и абстрактные понятия. Адам – люди, ажал, азал – смерть, аиб, аеб – недостаток, аламат – чудо, амал – средство, акаж, аказ – помощь, бажар, базар – торговля, баркат, берекет, изобилие, дау, дауа, обвинение, дуне, дуйне, мир, вселенная, заума, заума, вещь, гаур, джаур, гаур, гаур, иноверец, гахат, гагаде, бумага, мулк, мулк, имущество, налад, проклятый, намыш, намус, честь, невш, невс, дух, мужество, надежда, пацах, царь, пайда, выгода, пехумпар, пророк, пыл, пил, слон, кажуат, казават, отвага, кадаба, бархат, раже, раже, согласный, шаби, саби, ребенок, шабр, сабур, тихий, шалам, салам, привет, шакат, сакат, недостаток, шахат, сахат, час, шурат, сорат, картина, табу, моление, хайр, идущий на пользу, хайван, животное, харш, харз, расход, хатер, прощение, халар, благорасположенный, дружественный, харам, идущий не впрок, враждебный, жаман, заман, время, эпоха, жан, убыток. В современном осетинском значительная часть арабизма вышла из активного употребления, хотя и сегодня их число достигает нескольких сотен.